Здравствуйте, уважаемые участники нашего нового мероприятия, которое называется «Уроки информационной войны». Я профессор Панарин Игорь Николаевич и один из тех, кто создает теорию информационной войны, на практике ее применяет. И впервые, пожалуй, в мировой практике и в российской мы начинаем уроки информационной войны. Прежде всего, первая тема нашего первого урока — это, конечно, нужно определиться вообще с терминологией информационной войны, откуда она появилась. Поэтому этому, собственно, и будет посвящен наш первый урок. Примерно в интервале 15 минут, плюс-минус, мы должны получить некое представление за такой короткий срок, что это такое, почему она сегодня актуальна и была ли она вообще раньше. И когда, собственно, появилось слово «информационная война», и на выходе мы оставим 2-3 минуты, чтобы я все-таки задал контрольные какие-то вопросы, чтобы понять, что вы усвоили некие базовые позиции. Итак, первый тезис, он говорит о том, что информационная война, она существовала всегда, по сути, уже тысячи лет. И, конечно, человечество на протяжении своей истории, а история у нас очень большая, но только напомню, что есть такое село Костенки в Воронежской области, и там первые сооружения, которые очень похожи на храмы, появились около 50 тысяч лет назад. Это крупнейшее, собственно, духовное сооружение на территории всей Евразии. То есть вот на протяжении этих 50 тысяч лет, безусловно, люди соприкасались, вели обмен информацией и часто, конечно, использовали информацию и во вред друг другу. Но сам термин «информационная война» появился всего лишь в 20 веке, то есть менее 100 лет назад, и использовал его впервые Ален Даллас, бывший директор Центрального разведуправления, в своей книге. И он посвятил целый анализ операции «Sunrise», которая была в 1944-1945 годах на территории Швейцарии. Мы помним этот эпизод по замечательному кинофильму «17 мгновений весны». Там также присутствовал господин Даллес, резидент управления американских спецслужб ОСС в Берне, который вел переговоры с представителями Гиммлера по тому, чтобы заключить сепаратный договор с фашистской Германией и завершить войну, и, возможно, даже вместе напасть с фашистской Германией против Советского Союза и его союзников. Но план не удался, тем не менее, частично на Западном фронте немецко-фашистские войска в основном без боя сдались, и вот эти события Ален Даллес написал в своей книге в 1967 году, книге мемуаров, и назвал как раз, что действия по принуждению противника, в данном случае фашистской Германии, к заключению тайных договоренностей, он назвал информационной войной. Но, собственно, сам термин «информационная война» еще не звучал, это было только впервые словосочетание. Операция называлась «Sunrise», и, собственно говоря, мы знаем, что если на Восточном фронте или на Советско-Германском фронте война была ожесточенная до самовзятия Берлина, то на Западном фронте практически целые армии дивизий сдавались в плен благодаря вот этим действиям Алана Даллеса и части британо-американской элиты, которые пошли на сговор с частью фашистского руководства. Вот, собственно говоря, впервые. Но, конечно, следует обратить внимание еще на такой термин, как пропаганда. Конечно, термин пропаганда появился гораздо раньше, чем Ален Даллес ввел термин информационная война. Это 1622 год. Ну, я хотел, может быть, впервые использовать доску, чтобы вы представили. 1618 год, 1648 год. Это была так называемая 30-летняя война. Между кем это была война? Между католиками, вот я обозначу буквой «К», и протестантами. Было две коалиции, они жутко воевали, но по некоторым оценкам около 70% населения Германии погибло в этой жестокой войне. И сегодня по-прежнему Германия разделена на две части. Весь север Германии протестантский, буква «П», а вот
юг католический. Ну и центром католицизма и сегодня в Германии является Бавария, столица Баварии, город Мюнхен. Это полностью католическая земля, самая крупная в Германии. И вот шведские войска, Швеция была одной из главных держав, они подошли, протестантских, подошли к Мюнхену, хотели его захватить. И, собственно говоря, возможно, война бы закончилась. Но под Аусгурбен их встретили католические войска, так называемой католической лиги, завязалась длительная изнуряющая борьба. И вот в этот момент, когда чаша весов была, скажем так, непонятно на чью сторону упадет, римский папа издает специальное постановление о создании конгрегации пропаганды веры. И в целом вот это слово использовалось для ведения пропаганды католической, прежде всего, в борьбе вот с ересью, как они считали, протестантской. Вот этот целый аппарат был создан, войска протестантов были разгромлены под Мюнхеном, и потихоньку война еще долго длилась, но коренной перелом наступил вот в результате как раз таких идеологических действий. Тем самым вот слово «пропаганда» вначале имело чисто религиозный характер. Чисто религиозный характер, потому что предполагало, что католики должны отстаивать свою католическую веру и убеждать протестантов, что они пошли по, скажем, ложному пути. Все это длилось вот примерно 300 с лишним лет. И длительное время использовалось слово «пропаганда», затем появился термин «контрпропаганда». Они сегодня, собственно говоря, не вышли из обихода, но слово «информационная война» еще не появилось. Когда пропаганда стала использоваться в политических целях, это как раз этап Первой мировой войны. Сегодня у нас 2014 год, ровно 100 лет назад началась Первая мировая война, в которой приняло участие много государств, в том числе и Российская империя. Феномен этой войны заключался в том, что 4 крупнейшие империи после этой войны перестали существовать. Помимо Российской империи перестала существовать еще Османская империя, Австрийская империя и Германская империя. Это было, собственно говоря, одним из важнейших итогов этой войны. Но в ходе войны впервые, собственно говоря, были созданы специальные подразделения в руках воюющих сторон, которые занимались пропагандой на войска и население противника. То есть тем самым можно сказать, что если первая цифра, вот 1622 год, пропаганда вот появилась и имела религиозный оттенок, то уже с 1915 года появились специальные подразделения в армиях воюющих государств, которые занимались пропагандой на войска и население противника. Ну, кстати говоря, чем они занимались? На территорию противника сбрасывались листовки с планеров, выстреливались артиллерийские снаряды с самолетами. И парадоксально, но сейчас 2014 год, и вот эта тактика Первой мировой войны впервые использована уже нынешней киевской хунтой, когда над Славянском летают вертолеты и самолеты, которые сбрасывают листовки. Это впервые было применено как раз в 1915 году. То есть вот эта акция продолжает, видите, применяться даже в век интернета, фейсбука и других социальных сетей. То есть ничто, в общем-то, не отбрасывается. Наиболее эффективные элементы, они продолжают использоваться сегодня. Но я бы еще написал вот такую цифру, 1917 год, дату, что произошло в Соединенных Штатах Америки, которые вступили в войну позже, в 1917 году, был создан специальный комитет Криля. Президент Вильсон попросил своего друга, у нас здесь есть журналисты сегодня, да, вот, чтобы его друг, журналист, создал специальный орган государственный, комитет информации он назывался, который бы занялся пропагандой среди населения Соединенных Штатов Америки. В чем была сущность пропаганды? США
в общем-то, хотели вступить в Первую мировую войну, но население было категорически против. И вот для того, чтобы убедить население в том, что необходимо воевать в далекой Европе, как раз была создана целая система. И здесь я бы как раз вот такой еще термин «четырехминутные ребята». Значит, что использовалось? Криль, тогда еще не было так активно радио, только лишь оно появилось, телевидения еще не было, и, собственно, механизмы доведения информации до населения были крайне осложнены. Поэтому Криль придумал следующую, значит, операцию, что по всей территории Соединенных Штатов Америки были созданы такие специальные группы, которые состояли в основном из студентов. И они должны были в одно и то же время по всей территории Америки в кинотеатрах, перед киносеансами или после них, когда уже люди собрались, они произносили четырехминутные речи. Ну, основная их идея была в том, что американский народ должен помочь в войне в Европе и вступить в войну. И феномен этого вот подхода заключался в том, первое, что речь была единой, она выдавалась вот сразу на всей территории Соединенных Штатов Америки этим агитаторам, пропагандистам. Второе, эти молодые люди были неплохо подготовлены, скажем так, в ораторском искусстве. Ну и третье, одновременно вот эта сеть, которых назвали четырехминутные ребята, она очень эффективно действовала на население Соединенных Штатов Америки. Несколько месяцев они работали, и американцы добровольно встали вот на защиту, так сказать, своего правительства. Ну, вот к четырехминутным ребятам имеем отношение и мы, наследники Советской России, потому что все вы помните плакат «Ты записался добровольцем», может быть, из кинофильмов. Этот плакат привез в Советскую Россию Троцкий, который находился в США. Это как раз стилизированный вот, плакат этих четырехминутных ребят. После этих лекций там вывешивались плакаты «Ты записался добровольцем» в американскую только армию. И они записывались. И после того просто, значит, нарисовали буденовку, красную звезду на этой буденовке. Эти плакаты в 1918-1919 годах активно использовались для набора граждан уже Российской бывшей империи в ряды Красной Армии. Таким образом, американская технология, она вот очень активно использовалась. Но здесь вот важно отметить момент единого информационного потока, который создавался по единому замыслу, и который оказал большой эффект на внутреннюю американскую политическую жизнь, что несколько миллионов американцев записались добровольцем в американскую армию. Ну, часть из них взяли, часть нет, но армия была сформирована, и американский экспедиционный корпус в 1917 году прибыл в Европу. Таким образом, вот мы видим, что технологии той Первой мировой войны, они и сегодня востребованы в определенных ситуациях в разных странах мира. Ну и ключевой момент теоретически уже я хотел записать вот такую цифру, как 1927 год. Чем характерен этот год? Гаррет Лассуэлл, американский политолог, социолог, теоретик, он написал целую книгу, причем всего лишь в возрасте 25 лет. Здесь вот есть его, видимо, ровесники в этом зале, то есть он 1902 года рождения, который назывался «Техника пропаганды в мировой войне». И главный вывод, какой он сделал из этого анализа Первой мировой войны, заключался в том, что пропаганда стала особым видом оружия. И следующий феномен, здесь можно отметить, что в 1938 году, я бы хотел, чтобы вы вот эту цифру запомнили, в США сила пропаганды. Мы сейчас видим на Украине, что народ, можно сказать, зомбирован вот, внутри украинской пропагандой, которая является русофобской, антироссийской. И кажется, как же так? Насколько возможно изменить сознание? Возможно.
Вот пример 1938 года показывает всю степень возможности влияния на психику людей с помощью радио. Тогда еще телевидения не было. Так вот, по американскому радио транслировался роман Герберта Уэллса «Война миров». Этот роман, как вы знаете, фантастический. Сущность, что инопланетяне там хотят захватить Землю. Но феномен был в том, и что это за цифра, что когда роман транслировался по радио, и диктор через каждые 15 минут делал паузу и говорил, что это научно-фантастический роман. Тем не менее, миллионы людей в панике бежали из своих домов, американцев. А 400 тысяч человек написали письменное объяснение в ФБР, в которых они описывали, как они спасались от инопланетян. Описывали, значит, высоту этих инопланетян, их внешние данные, как они спасались, кто в колодцах, кто там в подвалах. Вы знаете, что человек, когда пишет, он уже немножко включает какие-то механизмы и, конечно, более адекватен. И тем не менее, сама цифра являлась феноменальной. 400 тысяч письменно зафиксировали вот появление инопланетян. И, конечно, это показало всю мощность и силу информационного воздействия на психику человека. И мы не раз еще в нашей истории видим и российской, и мировой, как влияют информационные технологии на психику и поведение людей. Таким образом, уже ко Второй мировой войне, можно сказать, сложились целые технологические подходы ведения информационного воздействия на войска и население противника. Они также активно использовались, получила практика, но до информационной войны еще терминологии не дошло. Еще раз подчеркну, это Алан Даллас, 1967 год. В книге «Тайная капитуляция», так она называлась, вот впервые использовал этот термин. В годы Второй мировой войны использовался термин по-прежнему «пропаганда». Только в чем, может быть, специфика уже, что было выделено 3 вида пропаганды. А может быть, скажет кто-то какие? 3 они назывались. Может быть, кто-то, политолог наш, выпускник РГГУ, скажет? Нет. Ну давайте мы запомним, запишем. Это черная, белая и серая. Вот я ехал в аэропорт, когда вылетал из Москвы, по радио украинский политолог говорил о черной пропаганде вот украинской, что он говорит, я говорит, подсчитал, что по заявлениям вот официальных украинских СМИ они уже за 2 месяца захватили в плен 3 состава Главного разведуправления Вооруженных сил Российской Федерации и, значит, 2 состава ФСБ России по численности. Но пока, говорит, как бы не предъявили ни одного факта, собственно говоря. То вот это черная пропаганда, когда говорится полная ложь, и потом она, значит, даже не опровергается. Белая пропаганда и серая чем отличается? Ну, условно, если черная пропаганда 95% лжи, а где-то 5% правды, то, значит, серая примерно 50 на 50, а вот белая, она очень тонкая, то идет примерно процентов 80-90, скажем, достоверная информация, а где-то 10-20 вкрапляются уже, собственно говоря, какие-то ложные сведения, разобраться с ней легко. Вот это уже опыт Второй мировой войны. Ну и вернемся уже к современности. После того, как Даллас в 1967 году уже применил впервые термин «информационная война», затем 1976 год американский инженер Томас Рона впервые использовал тоже словосочетание «информационная война», но без определения. Следующий 1985 год впервые появилось определение, что такое информационная война. В Китае они понимали под этим создание великой китайской защитной стены в 5-м измерении для защиты вот, китайского пространства. Затем в 1992 году появляется целый документ Комитета начальников штабов Министерства обороны США, который так назывался «Информационная война», где, собственно, вот все выстроены американские подходы. Это 1992 год, ну, пожалуй, уже наиболее первый документ.
В России первый термин «информационная война» появился в 1995 году. В прессе, прежде всего, появилось несколько статей, которые говорили о том, что информационная война опаснее ядерной, и развернулась, собственно, большая дискуссия. Ну и приближаясь к нашим дням уже, то вот в 1997 году я защитил докторскую диссертацию, мы на втором уроке уже о теории информационной войны поговорим, и выстроил какую-то цепочку. Еще тогда не было принято, скажем так, на официальном уровне терминология информационной войны. Затем в 2000 году в России была принята доктрина информационной безопасности, которая предполагала затем принятие ряда нормативно-правовых документов. Ну и, может быть, завершающий российский теоретический подход, что в 2012 году Владимир Путин, выступая в Краснодаре, впервые использовал термин в своей речи «информационное противоборство». Но на сегодняшний день у России нет концепции информационного противоборства. У наших основных оппонентов по геополитическому противоборству, прежде всего Соединенных Штатов Америки, блока НАТО, эти документы присутствуют и, конечно, более-менее детализируются. Таким образом, как можно определить информационную войну на современном этапе? Ну, с моей точки зрения, информационная война – это комплекс мероприятий, нацеленных на захват информационного пространства, на завязывание своих комментариев, чуждых, допустим, той среде, на которую направлено это воздействие. Проблема комментария, она является ключевой, мы посвятим этому целый отдельный урок, потому что это целая теория. Но, собственно, основная задача в информационной войне – навязать противнику свои комментарии. Ну, пример этого на телеканале Евроньюз, если посмотреть все сюжеты о России, то положительных вообще не бывает. Нейтральных примерно 20%. Остальные 80 негативные. Тем самым, собственно говоря, телеканал Евроньюз, он вещает на 49 государств, ведет откровенно антироссийскую информационную войну. Ну, например, пятиминутка о космической программе Бельгии, которая заключалась в том, что они построили несколько ветряных мельниц, и, значит, там еще вот рядом с ними какой-то прибор за наблюдением ночного неба. Вот это, собственно говоря, этому было посвящено 5 минут. А российскому космосу, который открыл дорогу человечеству полетом Гагарина, они категорически отказывались вообще уделять внимание. Вот это как раз, собственно говоря, и есть информационная война, когда одни факты замалчиваются или даже наоборот подаются ложным образом, а другие факты наоборот преподносятся как некое откровение, хотя они явно не являются прорывными. Ну, я задам несколько контрольных вопросов. Вот, все-таки первый, в каком году появилось слово «пропаганда»? Кто скажет из вас? В 1622, точно. То есть, вот, но это 17 век, напомню, 30-летняя война между... То есть вот, собственно говоря, начало такого уже организационного механизма создания для ведения пропагандистской войны против противоборствующей стороны. Когда появился термин «информационная война», который ввел Аллен Даллес, словосочетание в каком? В 1967 году. То есть мы видим, прошло, если сравнить 1622 год и 1967, то есть прошло более 300 лет, прежде чем вот мы вышли на этот уровень. Ну и затем, собственно, уже первое определение в документе нормативном, это появилось, напоминаю, в 1992 году. В какой стране? В США. Ну вот у нас как бы 3 контрольных вопроса. Я вижу, что аудитория в принципе, скажем так, уяснила основные базовые понятия по самому терминологическому аппарату информационной войны, и важно, чтобы у вас это осталось как бы в памяти. А Россия сейчас какую ведет вообще информационную, можно сказать? Серую, черную или белую?
Да, внутри страны. Внутри страны, значит, Россия не ведет никакой пропаганды, значит, ведется осознанная информационная политика, с моей точки зрения. И результатом этой информационной политики, если вернемся вот к ситуации с Крымом, блестящий результат. Но соцопросы нам показали, 98% населения поддерживают действия власти. Это означает, что вот на этом информационном лаге конкретных действий полная как бы поддержка, чего не наблюдается, скажем так, в других действиях, которые власть осуществляет. Поэтому задача проанализировать, вот с точки зрения анализа, что привело к успеху, и в том числе и такой реакции общества, и стараться ввести это, скажем так, в большинство действий, я бы вот так ответил. На этом мы завершаем наш первый урок. Напомню, он был посвящен, собственно, терминам информационной войны и наиболее общему экскурсу по ходу исторического развития человечества на протяжении тысяч лет. Тем не менее, можно отметить, что за последние столетия, конечно, наблюдается большой прогресс в деле информационной войны, связанный с тем, что объем информационных потоков постоянно увеличивается и увеличиваются возможности для влияния на психику и поведение людей. На этом мы, наверное, первый наш урок завершаем и скоро перейдем ко второму.